Всем здрасте, с вами «Что за бренд?». Мы учли ваши отзывы и пожелания. И мы постараемся исправить все ошибки. Для начала мы выкинем эти очки. И я буду стараться говорить внятно. Конечно будешь! А сегодня наша речь пойдет о таком бренде, как Coca-Cola. В современном мире любой человек без труда даст ответ на вопрос, что такое Coca-Cola. Ну что, история основания. Май 1886 года. Атланта. Юг страны все еще зализывает раны, болезненно переживая свое поражение в гражданской войне. Тем временем местный фармацевт по фамилии Пьер Бентон берет в свои руки идеальный тоник для стимуляции мозга. Он полностью убирает спирт и заменяет его веществом, которое он нашел в орехах колы. Получившийся сироп был просто охерительным, и продавали его в аптеке не в чистом виде, а разбавленным с водой. А сейчас случай в одной из аптек. Чувак, сушняк ужасный, налей мне раствор колы с водой. Прости, но вода закончилась, но могу разбавить вам содовой. Хоть лакмусом разбавлять, дай мне попить. Окей. Чувак, это божественно, я ничего подобного не пробовал. Спасибо, брат. Эти слова мгновенно разнеслись по всей Атланте, и люди начали пить колу только так, с содовой. Ну а дальше развитие колы идет таким образом. Сначала у нее появляется спонсор, потом его выкупает парень, который делает из нее The Coca-Cola Company. Он делает пару удачных маркетинговых ходов и превращает в компанию... Что тебе говорил? Он делает пару удачных маркетинговых ходов и превращает компанию в то, что мы видим сегодня. А сейчас, с вашего позволения, кое-что о коле расскажет мой коллега Даниил Ложка. В 1931 году компания заказывает дизайн красно-белого костюма для Санта-Клауса американскому художнику. Кстати, до этого Санта-Клаус одевался как придется, и таким, каким мы его знаем, его сделала именно Coca-Cola. Художник очень долго думал, какое лицо нарисовать Санте, и знаете, что он сделал, а? Он нарисовал свой автопортрет. И сегодня каждый год рождественские праздники, в рекламе с Coca-Cola мы можем увидеть лицо этого самого художника. Сегодня компании исполнилось больше 100 лет, и каждый день продается более миллиарда бутылок во всем мире. Американская полиция имеет в своей машине более 2 галлонов колы, чтобы смывать кровь с асфальта после аварий. Совершенно случайно 2 дня назад я забыл кусок мяса в коле, и сейчас его там нет. Так это же я его съел. Окей. А сейчас я расскажу, что будет с вами, когда вы выпьете Кока-Колу. Через 10 минут 10 чайных ложек сахара ударит по вашей нервной системе. Через 20 минут произойдет скачок инсулина в крови. Через 40 минут поглощение кофеина завершено. Ваши зрачки расширятся. Через 45 минут ваше тело увеличит производство гормона деморфина. Точно такой же эффект у героина. Спустя час фосфорная кислота связывает кальций, магний и цинк в вашем кишечнике, ускоряя метаболизм. Через 1,5 часа вы становитесь более раздражительным или вялым. Вот такая она, кола. Подписывайтесь на наш канал, ставьте большие пальцы вверх и пишите комментарии на YouTube название того бренда, о котором вы хотели бы услышать маленькую историю. А также активнее пишем в Twitter с хэштегом «Что за бренд?», мнение о нашем шоу. И не забываем подписываться на канал нашего друга, ссылка будет в комментарии. Кстати, он делает очень прикольные видео на фоне двери. С вами был «Что за бренд?», пока! Чувак, сушняк улетный, налей мне раствор соды с колой. Этих выходов и превращает в компанию то, что мы видим сегодня. Четко читает. И превращает в